Сегодня важный день в истории ингушского народа. Ровно 25 лет назад, в день всенародного референдума, был подписан главный закон Ингушетии, подтверждающий статус равноправного и самостоятельного субъекта России – Конституция. Об истории ее создания в сюжете Ирины Цичоевой. С принятием Конституции Республики началась новая история ингушского народа. Новая власть и становление субъекта. Основной закон региону был просто необходим. Конституция заложила правовые основы политической системы Республики Ингушетия, гарантии свобод, общества и личности, принцип разделения властей. В документе установлены основы конституционного строя. Приняв Конституцию, Ингушетия встала на демократический путь развития. Согласно официальным данным, избирательная комиссия 1994 года за проект Конституции Республики Ингушетия проголосовало 90% населения. Было время непростое, но тем не менее нашими учеными, юристами был создан этот проект Конституции, и он принят голосованием, народным голосованием. Этот документ ныне действует, и все подчиняются именно нормам этой Конституции. Мы, конечно, должны гордиться этим, то, что у нас есть Конституция, то, что у нас есть республика, то, что у нас есть все структуры власти, все органы власти. И, естественно, мы будем развивать и дальше для будущих поколений. И тогда и сейчас у нас около 80% населения принимает участие, практически абсолютным большинством. Тот вариант Конституции, который был предложен на референдуме, он был поддержан жителями Республики Ингушетия. И если сегодня, читая Конституцию, там все статьи, все главы, они особо важные. Над основным законом региона трудились лучшие умы Ингушетии, ведь Конституция должна была обладать всеми необходимыми правовыми нормами, включать в себя важные пункты, определяющие статус государственной власти, человека и гражданина. В итоге получился свод, в котором нашли отражение все принципы, заложенные в документе. Конституция Ингушетии была первой конституцией субъекта страны, принятой после основного закона Российской Федерации. 27 февраля 1994 года состоялись первые выборы в Народное собрание республики. В этот сложный отрезок времени депутаты сумели наладить работу с народом и начали решать проблемы населения. Естественно, он основной закон, который включает все нормы бытия, жизнедеятельности, структур, обеспечения социальных прав и защиты граждан Республики Ингушетия, все льготное обеспечение для наших граждан, обеспечение таких гуманных прав, как право на труд, право на образование, право на отдых и так далее. Все эти права, они как нормы заложены в Конституции. Конституция Ингушетии претерпела некоторые изменения, но в целом осталась близка к оригиналу. Причина изменений объясняется тем, что это был первый подобный документ, написанный в Ингушетии. А если учитывать, что Конституция России была принята чуть меньше, чем за год до этого, приходилось уже в процессе менять некоторые пункты, чтобы они не противоречили федеральной Конституции. Смотря на тот путь, который проделала республика за эти 25 лет, то, вы знаете, можно сказать, что мы во всех направлениях развиваемся и все лучше и лучше. И основная такая цифра – это то, что если у нас тогда было 109 тысяч избирателей, то сейчас у нас больше 2 раз количество избирателей. То есть люди, которые старше 18 лет. И все, что делается, конечно же, это делается и для людей, и для республики, и для нашей любимой Ингушетии. Я уверен, что вот этот 25-летний юбилей, хоть он и, так сказать, небольшой срок для нашей республики, которой всего 27 лет исполнилось, но, безусловно, я уверен, что вот этот четвертьвековой юбилей мы будем вспоминать в последующем как один из важных этапов. 25 лет в регионе действует свой основной закон республики. Сегодня традиционно в День Конституции Ингушетии проходят открытые уроки, лекции и приемы граждан. Ирина Цичоева, Новости 24.